Ассаламу алейкум. Это информационная программа «Неделя» и я ее ведущий Ислам Ершов. Вот о чем мы расскажем вам в ближайшие полчаса. Почти 20 лет благотворительности. Президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну наградили орденом почета. Государственную награду вручил президент страны Владимир Путин. Служению людям посвятила всю свою жизнь меценат, благотворитель, общественный деятель Аймани Несиевна Кадырова. 150 студентов окончили обучение в кораническом центре Аль-Джазари. Поздравил выпускников известный исламский ученый. В Грозном прошел семинар медицинских работников. Рассказать о профилактике тяжелых заболеваний в республику приехали сотрудники лаборатории Ставропольского научно-исследовательского института. Орденом почета наградили президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевну Кадырову. Награду вручил президент Российской Федерации Владимир Путин. Благотворительный фонд, возглавляемый Аймани Кадыровой, регулярно оказывает помощь нуждающимся не только в Чеченской Республике, но и за ее пределами. Благодаря деятельности фонда десятки тысяч семей смогли улучшить жилищные условия. Также с начала проведения специальной военной операции фонд направил около 23 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы. Служению людям посвятила всю свою жизнь меценат, благотворитель, общественный деятель Аймани Несиевна Кадырова. Почти 20 лет Аймани Несиевна возглавляет фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. За эти годы помощь и поддержку получили сотни тысяч людей. За многолетнюю добросовестную работу и большие заслуги в области сельского хозяйства, строительства, науки, здравоохранения, литературы, активную общественную деятельность и укрепление духовных традиций орденом почета награждены Кадырова Аймани Несиевна, президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Чеченская Республика. Свой день рождения на этой неделе отметила президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Кадырова. Ее благотворительная деятельность известна не только в Чеченской Республике, но и далеко за пределами региона и страны. А заслуги отмечены многочисленными наградами. Подробнее в сюжете Дианы Хармуш. Женщина с большим сердцем, заботливая мама и бабушка, а также народная любимица. Аймани Кадырова посвятила свою жизнь заботе о семье и помощи нуждающимся. Уже 19 лет она возглавляет региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ее имя известно не только в республике, но и далеко за ее пределами. После трагической гибели первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, Аймани Кадырова продолжила его путь и занялась благотворительностью. В течение 19 лет президент регионального общественного фонда помогает нуждающимся, малоимущим семьям, инвалидам и сиротам. Вопросы, все заявления, которые адресованы на адрес фонда, любая беда, любое горе, Аймани Несиевна, как истинный мусульман, она принимает близко к сердцу, она принимает эти проблемы как свои собственные и старается оказать всю необходимую помощь, всестороннюю помощь, и финансовую, и продуктовую, и жилищный вопрос. И сегодня миллионное количество людей, они благодарят Аймани Несиевне за ту безграничную помощь, за ту поддержку, которую она оказала в самую тяжелую минуту для них. Благодаря доброму сердцу Аймани Кадыровой региональный общественный фонд получил известность во всем мире. В народе за благотворительной организацией закрепилось название «Фонд добрых дел». Социальную и благотворительную помощь получают миллионы людей по всему миру. За активную общественную деятельность президент регионального общественного фонда награждена орденом почета. Награду Аймани Кадыровой передал Владимир Путин. Орденом почета награждены Кадырова Аймани Несиевна, президент регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, Чеченская Республика.
Слова благодарности в адрес Аймани Кадыровой звучат из разных уголков планеты. Она помогает жителям Турции, Сирии, Палестины, Ирака, а также нуждающимся из беднейших стран Африки. Так, после землетрясения в Турции и Сирии региональный общественный фонд направил денежные средства, продукты питания, технику и одежду пострадавшим. Также Аймани Кадырова оказывает постоянную помощь бойцам в зоне проведения специальной военной операции. Помимо продовольствия, им регулярно доставляют необходимую технику. Добрые дела фонда трудно сосчитать. Так, с начала проведения специальной военной операции в зону боевых действий были доставлены десятки тысяч тонн продовольствия. Также благотворительная организация регулярно закупает медикаменты и необходимое медицинское оборудование военнослужащим и жителям новых регионов. Диана Хармуш, Моусар Даудов, Аслан Висхаев. Неделя. В селе Ахмат-Юрте после капитального ремонта открыли футбольный стадион. Строители заменили покрытие поля, заградительную сетку перед трибунами и за воротами, провели демонтаж трибуны и многие другие работы. Открытие посетил председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи движения первых Чеченской Республики Ахмат Кадыров. Он поблагодарил президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова за ремонт спортивного объекта. Хочу выразить слова искренней благодарности моей дорогой бабушке, президенту регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны Кадыровой за ту помощь и поддержку, которую она оказывает всем жителям нашей республики, в частности, подрастающему поколению. Ахмат Сила Аллаху Акбар. ينزل تشيل إلى كبرجن عمل حليلي ديريز كلهم ترانا ويا رجعنا أبشرنا فوند كل العيوله ونحن أيمان لسه ونقولش توديش تغيير جونز كتونغشون مصو يش ملدك ديش حيوش ونحن أيمانيو بعد كان سبيقا Председателю движения первых Чеченской Республики подарили футболку клуба «Ахмат». После Ахмат Кадыров разыграл мяч перед началом первой игры на новой спортивной арене. Также после капитального ремонта открыли республиканскую спортивную школу имени Дыги Багаева в Грозном. Качество проведенных работ проверили министр региона по физической культуре, спорту и молодежной политике Исай Ибрагимов и командир специального полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова Замит Чалаев. В ходе ремонта на территории школы заменили асфальтобетонное покрытие, построили мини-футбольную площадку с искусственным газоном, произвели закупку и установку тренажеров, кондиционеров и многое другое. Все работы проводились за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Данный комплекс капитальный ремонт напуна из регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики России Ахмата Хаджи Кадырова дала заткол дольсон хокацаться тевью шумдар каиркелду на благоустройство такая дополнительная стоянка плюс были три просьбы со стороны тренеров каши футбольное поле езер беговой дорожки езер плюс условия для проживания фитнес-зал езер и фитнес-зал дона я дайла полностью комплекс оснастительный всем необходимым. В Грозном состоялся выпуск студентов Коранического центра «Аль-Джазари». 150 человек завершили обучение в 4 направлениях – иджаза на чтение Корана, преподавательский курс, методический курс и сира. В торжественной обстановке выпускникам вручили дипломы. Также на встрече присутствовал всемирно известный исламский ученый шейх Айман бин Сувейд. من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. С чтения Священного Писания начинается выпуск студентов Коранического центра Аль-Джазари. Торжественное мероприятие посетил всемирно известный ученый в области Корана и его наук шейх Айман бин Сувейд. Это стало большим событием для выпускников. أنا في غاية السعادة بوجودي بينكم وكم أنا فرح بهذا الأمر. ليرمي وجلي ليرمي هجري شو داشي مارشا دويل تغن بقبركتي مجلسة شو تاني تحنا خلراء سو شو خزخية شو غدو غناو.
شينا تخن أو مجلس يعقوشتو شيخ سيد حسين بن بولج بالخنا ستيمش أقالق الوجدار شيء قرآن جمع الله أش ينيو ديك عملنا يقم أقا ترور بوشان. Обучение в кораническом центре Аль-Джазари окончили около 150 выпускников. Каждый из них приложил немало усилий в изучении религии и книги Всевышнего. Выпуск проходит в 4 направлениях. Это иджаза, преподавательский курс, методический курс и сира, то есть жизнеописание пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего. Каждый курс имеет свою длительность. Например, на иджазу основное время уходит на иджазу 1,5 года, 2 года, кто-то за год заканчивает. Иджаза — это, как мы знаем, прочтение полностью Коран, а также на сиру пророка преподавательские курсы там несколько месяцев обходят. Советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов также поздравил выпускников с окончанием учебы. Он отметил, что такое большое количество изучающих Коран в республике – это большая милость Всевышнего. نيس بيشا تصونا تنت عمل دوسين مدو القرآن حافظ ولك أستنا قرآن قيت شوش دعوة إز إحلورش دو إز نيس دات الله دال قرآن وي عمل دوسين دو تنت عمل يلوريات سو بوخورك ودو خوش وين تخيلشي. Среди выпускников не только молодые, но и люди в солидном возрасте. Многие из них отмечают, что во время обучения каждый поддерживал и помогал друг другу. Настало время вручить выпускникам дипломы. Церемонию начинают с выдачи иджазы. Это свидетельство, дающее право обучать других священному писанию. Его получили 30 человек. Иджаза чтением получает Тархан Актимиров. Али Аздемиров, один из тех, кому вручили иджазу, говорит, что в получении такого свидетельства большая милость от Всевышнего. В кораническом центре Аль-Джазари Али обучался больше года. إجازة أوروكو بالبنا سيطرة شاء سوق حقيقنا إجازة ليش ديزا اشتغل ولا شرح صو دي الشيخ من سونا دوقم دو دزل دو دال مؤلها اس إجازة دها حيازن دوين قداء اس قرآن ثاني قهيجر أقدال اختيرر اشتغل مؤلها قدها بول اشتهور بقوية. Коранический центр Аль-Джазари работает с 2021 года. За это время он выпустил 1000 студентов в разных направлениях. Абдулла Батаев, Моусар Даудов. Неделя. В медресе имени шейха Абдул-Азиза Шаптукаева завершили обучение 53 ученицы. Им вручили свидетельство об окончании учебы. В мероприятии приняли участие видные богословы республики, а также известный сирийский ученый шейх Мухаммад Абдуразак. Наградили и учеников, обучающихся шариатским наукам. Встреча завершилась восхвалением посланника Всевышнего. Да благословит его Аллах и приветствует. Разделить радость мутаалимов с окончанием обучения Корану в медресе имени шейха Абдул-Азиза Шаптукаева прибыли видные богословы региона, а также известный сирийский ученый Мухаммад Абдуразак. Свидетельство об окончании курса получат 53 ученицы. Выступая перед собравшимися, советник главы Чеченской Республики Адам Шахидов отметил, что поиск знаний в исламе занимает особое место и призвал мутаалимов не останавливаться на достигнутом. قلتل بلتي حجر خل دعوة نيوهار دوك شيخ الله دال غير تايلسون دال ديكنس بيقن بولسون دال ريزي خلسون ويمحكا خلبوش بقيش أولا يقطع وإذا تنت أرخ الحجر يمش ديل جلجلش ناخدسا متعلمي علم نخر وديل جلجلش خوات إلا دولش إش بيزش بولش تاريخ بيشش بولش اشتغل شيء متعلمي داخل تصير علما داخل تصير علما نخا
Свидетельство вручили Адам Шахидов и гость из Сирии шейх Мухаммад Абдуразак. Здесь же наградили мутаалимов в медресе, которые обучаются шариатским наукам. За отличную и хорошую учебу грамоты получили 16 учеников. Награждается Мудаев Хамзат Салманович за отличную учебу, за стремление учиться лучше и умение преодолевать трудности, за вежливость и примерное поведение. Без внимания не остались и преподаватели медресе. Они получили благодарственные письма от учебного заведения. Также в медресе вручили подарки сирийскому ученому Мухаммаду Абдуразаку и советнику главы региона Адаму Шахидову. А региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова подготовил для преподавателей и учеников подарки в виде гаджетов. Это планшеты и смарт-часы, которые будут полезны в учебе. شيخ محمد عبد الرزاق ايش نوقتي عادة تعوي ليش قاعدين ايش طلعت صوت لو مش حدا وصل جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. Мероприятие завершилось чтением Мавлида, восхваляя посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует. Медресе имени шейха Абдул-Азиза Шаптукаева обучает мутаалимов уже на протяжении 2 лет. За это время в этих стенах хафизами стали 16 учеников. Около 100 человек научились читать Коран. И еще 16 до сих пор обучаются знаниям шариатских наук. Мухаммад Джамал Лейла, Маусад Даудов, Асан Вискаев. Неделя. Известный ученый в области Корана шейх Айман Ружди Сувейт посетил также школу хафизов имени Табарик Байсултановой в Аргуне. Вместе с директором учебного заведения, советником главы Чеченской Республики Адамом Шахидовым, они послушали чтение священного писания от юных муталимов. Шейх высоко оценил их знания. Также шейх Айман Ружди Сувейт поблагодарил главу Чеченской Республики за созданные условия, в которых каждый желающий может обучаться знаниям ислама. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اجلس. واخوش واخوش. بارك الله. ما شاء الله. Сегодня, в благословенную пятницу, я посетил школу хафизов имени Табарик Байсултановой с моим дорогим братом Адамом Шахидовым. Здесь я увидел много удивительных вещей. Маленькие дети, читающие Коран, подобны красивым цветкам. Священное Писание остается на их сердцах. На их лицах я увидел свет ислама. Пусть они будут полезны себе и всей мусульманской умме. Да хранит Всевышний главу Чеченской Республики, который создал такие условия, в которых все желающие могут получать знания об исламе. В Министерстве здравоохранения Чеченской Республики состоялся семинар медицинских работников. Его провели в целях профилактики распространения опасных заболеваний. Для оказания практической и методической помощи в республику прибыли сотрудники лаборатории Ставропольского научно-исследовательского института. Они рассказали о методах противодействия тяжелым инфекциям на примере сибирской язвы. Эпидемиологи и инфекционисты республики смогли получить опыт и задать вопросы экспертам. Мы живем в современных реалиях, когда очень активно идут миграционные процессы. Мы наблюдаем изменения климата, и в этих условиях надо нам всегда повышать свои знания, повышать настороженность к проявлению тех или иных эпидемиологических процессов. На этом у меня все. Увидимся ровно через неделю. До встречи.